Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшевшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Президент Бадр Гунба представил коллективу администрации Очимчирского района нового исполняющего обязанности главы Алхаса Кация. Бадр Гунба осмотрел ремонтные работы в реабилитационном центре, который скоро появится в Очимчире. На месте работ столичного водоканала побывала наша съемочная группа. Каким будет наступающее лето? Своим прогнозом поделилась специалист Института экологии Асида Ахсалова. Президент Бадр Гунба представил коллективу администрации Очимчирского района нового исполняющего обязанности главы Алхаса Кация. Алхасу Кация 38 лет. Он выпускник Воронежской государственной лесотехнической академии. До назначения главой Очимчирской администрации занимал руководящую должность в РУП Кулрипский лесхоз. Плодотворного взаимодействия и сил на реализацию поставленных задач пожелал глава государства новому руководителю администрации Очимчирского района Алхасу Кация, представляя его активу. Президент охарактеризовал его как образованного и ответственного человека. Опытный, грамотный, ответственный человек, который направит все свои усилия, возможности на реализацию тех задач, которые сегодня стоят перед руководством страны, перед руководством района. Уверен, что мы сможем плодотворно взаимодействовать. Мы, безусловно, окажем значительную поддержку руководству района, учитывая, что непростая ситуация в Очимчирском районе. Мы будем уделять особое внимание развитию района. Алхас Кация поблагодарил главу государства за оказанное доверие и отметил, что в полной мере понимает всю возложенную на него ответственность, а также надеется на поддержку актива, ведь впереди много работы. И бзинге лыскават ишимарям устука хапха ишишто аджихала илшук агазам висхас тахан рабхадзе наргала набра и то обжива Очимчира администрация усвица пыша змо джаба дуквас бахва района джабха псан раджабха дарас шукгугвет ямиштах актив хабра яла холо Очимчира зиге Очимчира район ахката кварзухан аката ала холо администрация хатарнакча хабыргча бра Очимчира хаму обатус пахцо депутатша ажлер рейзера депутатша район рейзера депутатша зиге мухчала бра япхеге ашербхан аусура шазнейша зиге шохырпе баркна аусура апха яцахцапа визагwana гарасму брапхе занаргылан шарас шуггугвет. Президент поблагодарил бывшего главу Очимчирского района, ныне вице-президента страны Беслана Бигвава за проделанную работу. Беслан Бигвава занимал должность главы администрации района с мая 2021 года. Хотел бы поблагодарить Беслана Владимировича Бигвава за его многолетний труд, направленный на созидание, улучшение и внешнего облика города, района в целом, на улучшение качества жизни граждан. Поэтому думаю, что у Алхаса Зурабовича есть достойный пример, продолжателем которого он обязательно будет. Я искренне хочу поздравить тебя, Алхас Зурабович, с этим важным назначением. Это самый важный этап твоей жизни. Быть главой Очимчирского района. Хочу тебе пожелать, чтобы на твоем жизненном пути были всегда преданные люди, люди-профессионалы. Потому что только с преданными людьми, с профессиональными людьми ты сможешь добиться тех поставленных целей и задач, которые вы ставите перед собой. Ты на эту должность не просто так вступил, тебя не просто так назначили, потому что ты человек ответственный, трудолюбивый. За тобой идут люди. Это самое главное. Самая лучшая благодарность, искренняя благодарность, это благодарность жителей нашего района будет тебе. Хочу обратиться к своим сотрудникам, бывшим уже, наверное,
своим коллегам, с кем я проработал на протяжении этих последних лет. Вы знаете, я помню, когда я стоял здесь, на этой трибуне, первый раз выступал перед вами, я ощущал вашу поддержку, всегда ее чувствовал. И я хотел бы, чтобы ту же поддержку и еще больше вы оказали Алхасу Кация. Я думаю, это обязательно будет. Мы были в одной большой дружной семье. И мне немножко грустно, конечно, прощаться с вами. Я надеюсь, что я, как и говорил до этого, я буду приходить сюда часто в гости. Вы наверняка меня пустите. И пожелать всем удачи. Спасибо вам большое. Спасибо за вашу работу. Алхасу Кация 38 лет. Он уроженец села Дюбжа. С отличием закончил Воронежскую государственную лесотехническую академию. Работал в комитете лесного хозяйства. В 2012 году был призван в армию. С 2020 года занимал руководящие должности в Гулрыбском лесхозе. Гугут Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В рамках поездки в Очимчиру президент Бадра Гунба осмотрел ремонтные работы в детском реабилитационном центре, который скоро появится в городе. Центр для детей с онкологическими заболеваниями и детей с ограниченными возможностями здоровья восстанавливается по инициативе депутата Народного собрания Резо Зантария. Гугут Савардани расскажет подробности. Депутат Народного собрания Резо Зантария рассказывает и показывает главе государства Бадре Гунба и вице-президенту Беслану Бигвава, каким будет реабилитационный центр для детей с онкологическими заболеваниями и ограниченными возможностями здоровья, который совсем скоро по его инициативе появится в Очимчире. Здесь планируются яркие красочные комнаты для детей, уборные и игровые зоны. Но самое важное – это дорогое оборудование, чтобы дети с ограниченными возможностями могли проходить реабилитацию. Все сделали под индивидуально то самое оборудование, когда, например, дети больные аутизмом, да, они нуждаются в том, чтобы видеть какой-то свет и реагировать на мир, чтобы они мир увидели свой. Они должны это видеть, и вот это оборудование, оно около 3,5 миллионов стоит, самое такое. Вот мне заказано, но чтобы дальше понять, что сделать с этим оборудованием, нужно понять хороших, правильных консультаций специалистов. Вот что я прошу вас, чтобы мы хороший консилиум создали и приняли сюда такое первичное оборудование, чтобы оно было передовым, да, самым одним из лучших. Денег не просим, ничего, прошу только, чтобы оказать, чтобы мы здесь сделали такой центр, чтобы он в Абхазии был востребован и стоял здесь, в Очимчирском районе. Такая идея была. Если там можно будет потом память как-то ребенка, значит, будет чувствовать здорово. Раньше в этом здании был разрушен и детский сад, но судьба объекта была решена после того, как с идеей создания реабилитационного центра к бывшему главе Очимчирского района обратился Резо Зантария. Мы все знаем, Реза Платонович, какая трагедия была. Он со своим ребенком носился на протяжении многих лет, лечил его на своих руках, возил, носил. И когда вот этот трагический случай произошел после смерти ребенка, он пришел ко мне, говорит, надо поговорить. Я говорю, что вы, Платонович? Он говорит, хочу сделать детский реабилитационный центр. Дай помещение. Помещения, как известно, в районе нету. Но тут так обстоятельства сложились. У нас это был раньше садик детский, новый садик построили, детей туда перевели. Я говорю, вот Платонович есть, но оно в таком состоянии, ужасно, надо ремонтировать. Он говорит, я это все сам сделаю, своими руками, мне никакая помощь не нужна. И вот он сделал, вот где-то около года, да, занимался ремонтом? Да, год практически делали ремонт, но подошли через специальных даже картин и все. Глава государства отметил активную социальную деятельность депутата и подчеркнул, что будет оказывать поддержку в создании реабилитационного центра. Резо Платонович, я благодарен вам за ту социальную ответственность, которую вы проявляете. Действительно, детишки с ограниченными возможностями, к сожалению, количество их неуклонно растет. И реальных реабилитационных центров, профессионально обустроенных, к сожалению, у нас очень мало. И в этой связи то, что вы сегодня делаете, реализовываете за счет собственных средств, это особая поддержка государства, это особое отношение к детям. Я благодарю вас, пользуясь возможностью, за все, что вы сделали. Я уверен, что это прекрасный пример для остальных наших граждан, которые имеют возможность помочь нашим детям
детям с ограниченными возможностями. Безусловно, и государство дальше будет поддерживать, реализовывать. Но тот ваш шаг, он, безусловно, является примером для подражания. Спасибо вам большое. Надеюсь, что здоровье детишек, которые будут попадать в этот центр, безусловно, будет улучшаться. Это и атмосфера, и профессиональные отношения врачей, реабилитологов и многих других специалистов, которые направят свои усилия на улучшение жизни наших детишек. Спасибо вам большое. Спасибо. По словам Резу Зантария, в центре будут созданы все условия, чтобы дети с ограниченными возможностями чувствовали себя комфортно, а главное, получали специализированную профессиональную помощь. Гугут Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Бадра Гунба и Алан Гаглоев поручат правительствам подготовить соглашение о беспошлинном ввозе товаров на территорию Южной Осетии и Абхазии. Этот вопрос лидеры государств обсудили в ходе телефонного разговора. Бадра Гунба подчеркнул значимость соглашения между братскими республиками, которое будет содействовать росту экономической активности, и отметил, что абхазская сторона будет готова к подписанию документа после формирования Кабинета министров в полном составе. Состоялся телефонный разговор президента Абхазии Бадры Гунба и президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского. Глава ПМР поздравил Бадру Гунба с вступлением в должность президента и пожелал успехов в служении народу Абхазии и абхазскому государству. Президент Абхазии поблагодарил Вадима Красносельского за поздравления и теплые пожелания. Глава государства отметил, что Абхазия заинтересована в развитии всестороннего сотрудничества с Приднестровьем. Бадра Гунба пригласил своего коллегу посетить Республику Абхазия в любое удобное для него время. Вадим Красносельский также пригласил президента Абхазии совершить визит в ПМР. Фотовыставка «80 мгновений из жизни Владислава Арзенба» открылась в представительстве Республики Абхазия в Приднестровье. 9 апреля посмотреть фотовыставку пришли учащиеся Тираспольского Суворовского училища. Полномочный представитель Абхазии в ПМР Александр Ватаман рассказал суворовцам о жизненном пути выдающегося государственного деятеля, основоположника современного абхазского государства. В завершении встречи суворовцы поделились своими впечатлениями, оставив записи в книге памяти. 16 школьников из Абхазии отправились в Артек. Смена продлится до 2 мая. В прошлый раз в международном лагере отдохнуло 101 ребенок. По словам исполняющего обязанности замминистра просвещения Ады Кварчеля, возможность посетить Артек получили дети, показавшие хорошие результаты в учебе. Наркотическое средство в особо крупном размере изъяли сотрудники милиции у жителя Сухумского района Мисака Капикяна. В его доме в селе Шера было обнаружено более 148 граммов каннабиса. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. МВД объявляет набор кандидатов на замещение вакантных должностей линейного отдела милиции в аэропорту города Сухум имени Владислава Арзенба. Набор производится на должности младшего и среднего начальствующего состава. Прием документов осуществляется в здании ЛУВД по адресу город Сухум, улица Дзидзария, 70. Справки по телефону 927 38 94. 10 апреля с полуночи и до самого вечера в части Сухума и Сухумского района не было воды. Причина отключения – это ремонтные работы на пересечении улиц Ладария и Джелья. На месте работ побывала наша съемочная группа, репортаж Азины Ханагу. Вне зависимости от времени года и погоды сотрудники водоканала проводят ремонтные работы сетей водоснабжения. Специалистам приходится часто сталкиваться с подобными проблемами, виной которым сильная изношенность труб. Не теряя времени, бригада водоканала пытается найти поливочную трубу возле Киласурского вокзала. Специалисты трудятся над устранением причины утечки воды. Для данной местности поломки и утечки – явление нередкое. Здесь уже проводились ремонтные работы, однако появляются новые проблемные участки. Видимо, поливочная была, потому что здесь большие водоводы, они чуть выше проходят. Раньше поливали парк, поливали цветы, наверное. Вот, он весь сгнил. В нескольких местах уже мы ремонтировали его.
к населению не идет. И поэтому приняли решение заглушить эту трубу, потому что она уже она гнилая. Сильная утечка – это потеря нашей воды. Чем в землю будет утекать, лучше мы населению подадим эту воду. Несмотря на ремонтно-восстановительные работы, которые сотрудники водоканала производят постоянно, они практически ежедневно сталкиваются с новыми проблемами. Чтобы обеспечить жителей города водой, сотрудникам водоканала приходится работать под дождем и ветром. С утра 10 апреля сотрудники столичного водоканала устраняли поломку на пересечении улиц Ладария и Джели. Вот этот дом – это Ладария 20. Старый ввод этого дома как раз через улицу Джели заходил. После войны ее заглушили. Она протекала, наверное, там где-то в подвале. Ее заглушили, и людям подвели с другой стороны эту воду. И вот она прогнила. Там, где вот заглушено было, она прогнила, и вода попадала в подвал. Подвал наполнялся, откачивали. Вот. И было принято решение заглушить прямо на улице, на вводе. Вчера мы раскопали, нашли эту трубу. Ночью остановили воду, и сегодня вот заглушили. Уже, наверное, вот другие службы, они займутся подвалом, откачают и проверят. Остановка подачи воды – это вынужденная мера, однако необходимая сотрудникам водоканала для устранения причины поломки. К 18 часам вечера подача питьевой воды в части Сухума и Сухумского района была восстановлена. Жазина Ханагуа, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. Пасхальная выставка-ярмарка «Праздник сладостей» состоится 17 апреля в ресторане «Магнолия» в Сухуме. ТПП приглашает всех посетить ярмарку, чтобы приобрести к Пасхе много разных вкусностей, порадовать себя, своих близких и друзей. Заявку на участие в пасхальной выставке-ярмарки нужно направить до 14 апреля по электронному адресу ТПП, либо позвонив по телефону 226 03 94. В последние дни погода не радовала. Казалось бы, наступила весна и заметно потеплело, однако сейчас на дворе по-зимнему холодно. Как долго продлится такая погода и каким будет наступающее лето, своим прогнозом поделилась начальник отдела гидрометеорологического и экологического мониторинга Института экологии Асида Ахсалба. Репортаж Алики Трапш. Весенняя погода полна переменчивости и неожиданности. Если утром нас может радовать ласковое солнце, то к обеду внезапно может налететь прохладный ветер, принести облака и полить дождь. Но, как известно, у природы нет плохой погоды, и каждая погода – благодать. Март в Абхазии выдался довольно-таки жарким. Столбики термометров показывали 25-28 градусов. Однако в апреле жаркая погода сменилась резким понижением температуры до 6-8 градусов. Причиной этому является перемещение холодных воздушных масс. По словам метеорологов, в прибрежной части осадков в виде снега не ожидаются. Но в предгорной и горной частях в течение текущей недели ожидается снег. В выходные дни будет небольшое потепление, но со следующей недели вновь пойдут дожди. Со второй половины мая уже редчайшие жаркие дни мы уже будем ожидать. Причем вот с середины мая у нас вот такие дни будут иметь место с продолжением уже в летние месяцы. По прогнозам синоптиков, дневные температуры в конце апреля достигнут 25-26 градусов, а в мае погода будет отличаться от климатической нормы. Температура воздуха будет выше на 4-5 градусов и станет довольно-таки жарко. Лето 2025 года может побить все рекорды и стать самым жарким за всю историю метеонаблюдения. Жаркие дни, когда фактически ни один живой организм не может выдержать такие высокие температуры, эти дни будут с продолжением и в нынешнем сезоне тоже иметь место, с выпадением залповых ливневых осадков и с небольшими, пока на данный, опять-таки говорю, предварительный прогноз, порывами ветра. Что касается весенних месяцев, это апрель и май, то до конца апреля мы не ожидаем сильных ветров. Единственное, 12-го в субботу небольшие порывы, порядка до 10, местами 12 метров в секунду, но это не ураганные ветра, то есть они не наносят существенный урон. Во всем мире наблюдается нестабильная сейсмическая ситуация, что является причиной резких перепадов температуры воздуха. В весенний период особенно неустойчиво и геомагнитное поле.
Геомагнитное поле у нас максимально уже начинает себя проявлять вот именно с мая месяца. Вот в силу того, что в апреле у нас как бы из года в год осадки выпадают чаще, а в мае уже там более продолжительные хорошие дни, в силу чего вот неустойчивое геомагнитное поле, где метеозависимые люди должны, конечно, себя очень сильно беречь и прислушиваться к врачам, которые они обязывают их принимать соответствующие препараты. Температура морской воды к концу апреля до 15-16 градусов, а в мае до 20 градусов. Алика Трапшина, Алгвинджи, Абхазское телевидение. В пятницу 11 апреля в Абхазии преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 5, днем 9-14 градусов тепла. Температура морской воды плюс 12 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.